Проникнуться ингушским духом, познакомиться с культурой народа и современными мастерами хендмейда. Долгожданная выставка Ассоциации ремесленников объявляется открытой. В числе участников и Магомед Чаниев. Он увлекается столярным мастерством. На первый взгляд все предельно просто. Между двумя, как называют, передней и задними бабками находится заготовка, материал, из которого мы будем что-либо точить. Вот на примере такая же посуда. Сначала мы материал, вот эту заготовку цилиндруем, а потом уже по своему желанию можем из нее, как из пластилина, лепить. А что самое сложное? Самое сложное? Да тут все одинаково, как бы сложного нет. Сложно начать изначально все, а потом уже как по маслу все идет. Вместо привычной перемены классическая музыка, вместо скучных стен яркие картины. Здесь собрались больше 40 ремесленников, которые готовы показать настоящее искусство. Вот и Асма Нальгиева привезла свои работы. Девочка увлекается живописью не так давно. Несмотря на шумную обстановку, продолжает рисовать и сейчас, рассказывая, как это делать правильно. Если ты вдохновлен, если у тебя есть желание, время, возможность, то ничего тебе не помешает. Даже если ты сам в шумном помещении, сконцентрироваться помех нет. К этой ярмарке ремесленники готовились не один день, и у каждого на нее свои ожидания. Если для новичков это возможность познакомиться с ценителями прекрасного, то для искусных мастеров поделиться своим опытом с начинающими. Не любоваться, а стать участником процесса. На выставке каждый смог принять участие в мастер-классе. К примеру, в гончарном деле самое главное – желание и терпение. Ингушская ассоциация ремесленников насчитывает порядка 130 талантливых и целеустремленных мастеров ручного труда. Вместе они создают интересные работы, способные покорить любого. Кольца, браслеты, статуэтки, средневековые башни. В общем, предметы ремесла не оставляют никого равнодушным. Мы надеемся, что если хотя бы малое количество студентов заинтересуются и возьмут себе это как навыки, возможно, у нас появятся новые мастера в республике. Эти люди, на наш взгляд, уникальны, потому что помимо того, что они создают что-то, они сохраняют нашу культуру. Остаться в стороне яркого события не смогла и Хадижа Шакриева. Девушка учится на химико-биологическом факультете. Узнав о ярмарке из социальных сетей, пришла сюда вместе с одногруппницами. Студентка признается, усталость после сессии еще сказывается. А такие выставки – отличный повод поднять себе настроение. Очень интересно наблюдать за такими творческими личностями, которые с таким трепетом выполняют свою работу. И настолько качественно ее выполняют, и настолько они вдохновляют и мотивируют, что хочется заняться чем-то своим интересным. Сама ранее чем-нибудь занималась? Да, в детстве увлекалась рисованием, сейчас уже забросила это дело, не знаю, поняла, что не мое. На достигнутом ассоциация останавливаться не собирается. Впереди насыщенный год и регулярные мастер-классы. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.